уже несколько предложений от вас. Ну, прежде всего хочется всех приветствовать и порадоваться вместе с вами, что у нас в городе появилось замечательное пространство, оно очень свободное, да, такой разгруженный фон, и сейчас самое время просто подумать, какими смыслами, каким содержанием его заполнить. Вот, мы проводим с Никитой кинопроект «Триколаж». Собственно, идея возникла у нас как-то параллельно, да, и вот мы к ней пришли и увидели, как эта идея может развиваться дальше. Сейчас, на данный момент, у нас три основных вида деятельности. Первое, это мы проводим дискуссионный киноклуб, то есть наша аудитория целевой является в основном студенты гуманитарных направлений знаний. То есть философы, психологи, антропологи, то есть все, кто связан с людьми, с пространством символов, с пространством коммуникации. Вот, то есть фильмы мы показываем разные, особенностью наших кинопоказов является контакт непосредственно с создателями, с авторами фильма. То есть мы просматриваем кинопроизведение, и после этого у нас есть контакт с автором. Ну, это такой получается каждые 2 недели, ну, я так сформулировал фразу, это мастер-класс каждые 2 недели, потому что Ижевск же известно, что город такой, Емельянов классно сказал, что попасть в Ижевск можно, особенно в советское время, невозможно было случайно, только если ты в каком-нибудь измененном состоянии сознания или адекватном, потому что нет проходящих дорог, сюда надо вот специально ехать. Ну и, соответственно, к нам редко достаточно только путем каких-то особенных усилий попадают мастера, с которыми можно пообщаться. Вот. Но вот с приходом интернета, оказывается, можно с будущими документалистами вот раз в 2 недели созваниваться, и уже от публики зависит, то есть, ну, это может оказаться мастер-классом, я часто задаю интересующие меня вопросы, и это очень здорово. Поэтому приходите, это крайне полезно. Основная цель — это сократить дистанцию между авторами и создателями, да, кино, между зрителями, между зрительской аудиторией. Причем достаточно камерно все проходит, то есть аудитория не превышает 15-20 человек. Обычно это 10-12 человек. Вот, поэтому можно задать все интересующие вопросы, как технического характера, которые обычно волнуют Никиту, так и вопросы, там, связанные со смыслом. Меня это интересует, да, и также наша аудитория. Вот, такие сеансы мы проводим, это одно из направлений. Второе направление – это развитие кинообразования в Ижевске. Буквально в мае месяце у нас состоялась первая киношкола. Мы просто невероятно долго к этому мероприятию готовились, и город Устинов поучаствовали, и творческая дача, и вот как-то это объединило так разных людей, разных совершенно сообществ. Мы погрузились с 1 по 10 мая в процесс создания кино, начиная с уровня обсуждения концепции, философии кино и заканчивая уже этапом постпродукции. И как результат нашего киносеминара, буквально 6 июня, мы представили премьеру 5 новелл, объединенных одной сюжетной линией. То есть 5 авторов, которые за время, буквально, прошу обратить ваше внимание, в отсутствие бюджета и за 10 дней. То есть кино за 10 дней не снимается. Но в качестве учебных фильмов, да, в качестве того, чтобы первый раз в жизни взять камеру, собственно, так и было заявлено. Да, фильм, снятый дилетантами, в руки которых попала камера. Вот. То есть, мне кажется, это такое достаточно серьезное продвижение в этом смысле, что, в общем-то, люди почувствовали в себе какой-то потенциал, что достаточно сейчас много оборудования, которое можно приобрести по доступным ценам, да, и с чего начать, то есть одной камеры недостаточно. Вот в этом смысле мы понимаем свою миссию так, что мы планируем в городе Ижевске развивать кинообразование, то есть это мастер-классы, это практические семинары, это различные встречи. В том числе. Ну, также это по сценарному искусству, по работе с камерой, мастер-классы от режиссеров. Да? Ну, просто мы регулярно же вот общаемся, как раз как мы шокирует это законодательно, то, что мы связались с ним, чтобы показать его фильм, а он сказал: у меня программа есть, хотите, приеду. Вот. И мы как-то обсудили, и все получилось. А таких на самом деле разговоров было со многими людьми, с Светланой Московой, с Марианой Гар, со Всением Ключуковым, который открывал наш киноклуб. Они очень ведомы подают, и в принципе там, можно их довести и поучиться писать сценарий, там, скадровки рисовать, какие-то локальные вещи. Мы вот начали именно с такого дерзкого проекта, чтобы протащить по всему процессу студентов, чтобы понять вообще, что к чему. Хотя, конечно, снять полнометражный фильм за 10 дней, там все сказали, что это шарлатан. Да, шарлатан, никто не поверил. Да, неправда, такого не было. Оказалось правда. Ну, тут вопрос был в другом. Изначально это был вызов, который мы поставили. Но возвращаясь немножко к тему, все-таки хочется сказать о том, что есть хороший задел, да, есть выстроена сеть контактов с русскоговорящими режиссерами, потому что мы особенно сделаем именно наша особенность наших
авторское кино все-таки прежде всего русскоязычное. Потому что фестивального кино много. В этом смысле у нас есть замечательный ижевский киноклуб, который на базе кинотеатра «Дружба» каждый понедельник показывает фильмы, плюс еще какие-то фестивальные программы, польская, венгерская, немецкая. Вот в этом смысле, конечно же, наша миссия немножко другая. Наша задача познакомить жителей нашего города именно с русскоязычным авторским кино, которое мало известно, к сожалению, в регионе.